Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия. Мы будем делать расклад на тему его чувства к вам сегодня. Итак, перед вами три варианта. Все новинки, как обычно, в описании. Прогнозы по знакам зодиака тоже, как из каждого видео повторяю, чтобы вам напомнить. И заставочки и подсказочки тоже. Все для вас. Итак, выбирайте свой вариант, подумайте о своем мужчине, да, которого вы загадываете, что он чувствует к вам сегодня, и выбирайте цифру 1, 2 или 3. Интуитивно подключаем здесь только свою интуицию. В гаданиях онлайн она нас подсказывает, нас ведет и приводит нас к правильным вариантам. Итак, единички, смотрим вас и его чувства к вам сегодня. Тут по картам не могу сказать, что мужчина прям вот, это какая-то огромная сверхлюбовь, прям, не знаю, всеобъемлющая. Нет, тут чувство привязанности и чувство дружбы, партнерства здесь вот прям больше проявлены, по крайней мере, вот в этом сегодняшнем раскладе. Мужчина такой, мужчина ощущает, что между вами сложилось какое-то расстояние, как некая такая пропасть, которую пока он преодолеть не может. Он чувствует, стремится быть к вам ближе, чтобы вы были партнерами, чтобы вы были друзьями, соратниками. Но такое ощущение, что у него складывается, да, что вы, вот как не может он до вас дотянуться, вы до него недосягаемы. Вроде бы как, знаете, вот кнутом и пряником вы с ним, но кнутом больше, чем пряником. Потому что вроде как и вместе, и в то же время нет вот той близости, к которой он хотел, к которой он стремится, к которой он хочет. С его стороны здесь видны желания и стремление защитить, быть к вам ближе, быть с вами вместе, быть опорой, защитником и соратником. Но он этого не получает, и от этого мужчина чувствует себя вот покинутым и одиноким. Такое ощущение, что вы его гоните, все его действия, все его предприятия, все его какие-то попытки вы пресекаете и не даете ему как-то их развернуть или как-то в полной мере проявить к вам свои чувства и свою расположенность. Тут вы как-то более, по его ощущениям, как-то, знаете, не чувствует он с вашей стороны какой-то благосклонности, которой хотел бы. Возможно, вы ему и даете, да, тут, в принципе, по картам видно, что вы к нему благосклонны, и вы его понимаете, вы его чувствуете, но другой вопрос, что он этого не чувствует и не понимает. Да, есть какое-то такое ощущение, что вы вместе, что вы рядом, вот он вроде как его только нащупал, а потом бац, и опять как будто вы с крючка-то срываетесь. Вот не может он вас пока понять, раскусить, и что же с вами сделать. Но желание и чувство дружбы, партнерства, да, здесь, конечно же, есть. Желание, стремление здесь прям большое, быть ближе к вам и быть рядом с вами. Но оно пока не реализовано у мужчины. Также здесь, конечно же, интимные отношения тоже его привлекают. Вы для него такая привлекательная особа в этом смысле. Я думаю, каждый меня понимает. И вот тут тоже вполне может быть нереализованные какие-то у него, не знаю, мечты, стремления, проявления, страсть какая-то у него нереализованная. Вот она как будто бы большая, вот такая бурная, но нет пока на физике реализации. Не знаю, может у вас сексуальная конституция, она у людей, если разная, то, конечно, и темперамент разный у партнеров, и каждый не получает в той мере для того, что он хочет. Если конституция, именно сексуальная конституция у партнеров, она разная. Но и, опять же, ему с вами очень хорошо и комфортно. И смотрите, дорогие, тон отношениям, судя по
Ленорман, вот она выпала, ваша карта бланка, то есть он вас на сердце содержит, выпала ваша карта бланка. И тон отношениям, тон его чувствам задаете вы. Вот, вот ощущение, да, когда, например, если вы к нему, к мужчине благосклонны, он прям летает, он прям такой счастливый, весь порхает, даже если он внешне этого и не показывает. Но как только он не получает каких-то эмоций от вас, все. У него такое ощущение, что он вам не нужен, и он закрывается, чувство такого одиночества. И, в общем, сами видите по картам, что мужчина такой, видимо, еще и эмоциональный. И еще, знаете, вот у него интуитивное и эмпативные качества, они у него завышены. Вот он вас тонко чувствует и, судя по всему, многое воспринимают на свой счет. Даже если вы там недовольны, даже если вы уставшие, вам просто сегодня не до общения, вам хочется побыть одной и отдохнуть, то он это может воспринимать и на свой счет, дорогие мои. Также, смотрите, здесь у нас выпала карта бланка другого мужчины. Это не карта бланка того мужчины, на которого мы смотрим, это другой мужчина. И вот здесь, смотрите, судя по картам, может быть просыпаться и такая некая ревность. Знаете, она может проявляться на неком таком бытовом уровне. Он может какие-то ваши действия или какие-то ваши слова воспринимать сквозь призму некого мужчины. Либо вы его сравниваете там часто со своим отцом, дядей, дедушкой, в общем, с мужчиной, который для вас авторитет. И вот эти вещи тоже как-то могут на нем сказываться, и он вроде как пытается соответствовать, пытается, не знаю, комплиментами вас осыпать, какими-то подарками, какими-то цветами, вот букетами, вот чуть ли не луга, поля вам дарить, но вот все как-то, видимо, не так и все не то. В принципе, само общение с вами, контакт с вами, он легкий для него. То есть нет такой отягощенности. Так легко, воздушно идет там общение, обсуждение чего-то, но ему этого, судя по всему, недостаточно. Ему хочется быть ближе и эмоционально, и физически получать то, что ему необходимо, и ментально. В общем, знаете, вот такая аналогия, как удав. Весь удав хочет вас прям затянуть в свои кольца. Вот все ваши эмоции, все ваши какие-то переживания, стремления, он хотел бы, чтобы вы делились с ним и вот ставили его тоже на, ну, не то чтобы на некий пьедестал, но чтобы этот мужчина был в вашей жизни вот таким, тем человеком, с которым бы вы в первую очередь там захотели поделиться своими эмоциями, переживаниями, радостями, горестями и так далее и тому подобное. А здесь этот мужчина пока этого не получает, от этого, конечно, может закрываться, обижаться, и как-то такие могут быть недомолвки на бытовом уровне. Вот такой вышел у нас вариант номер 1, дорогие. Всего вам самого хорошего. Самое главное — здоровье. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы. И самое главное, желаю вам красивых, гармоничных, страстных, веселых, радостных, легких отношений. Всем пока. Итак, двоечки, смотрим вас. И чувства мужчины к вам сегодня. Ну, во-первых, судя по метафорической колоде, складывается ощущение, что, во-первых, мужчина, такое ощущение, что он перед вами в чем-то провинился и может всячески заглаживать свою вину сейчас, просить прощения, одаривать подарками, там, признавать свою вину, да, говорить, что да, я был неправ, я дурак и так далее и тому подобное. И с другой стороны, это проиграется у всех вот по-разному, по-своему. С другой стороны, здесь могла быть ссора, и такая довольно-таки крупная. И сейчас такой период, когда мужчина, вообще пара, да, вы пытаетесь наладить отношения, как-то склеить то, что было разрушено. Но
судя по картам, не очень-то хорошо это получается. Почему? Потому что мужчина может в любом случае гнуть свою палку. Вот говорит, что вот так и так правильно, а вот так, как ты говоришь, неправильно. Я мужчина, я эти отношения веду, и будет вот так-то, вот так-то. И тем самым, конечно, он не помогает совсем абсолютно эти отношения наладить. Мужчина может показывать, ну вот, грубо говоря, да, вот как этот ребенок противничать и вредничать. То есть настаивать на своем, говорить, что я вот так хочу, показывать вам свои капризы, рассказывать свои капризы. И знаете, вот по какой-то глупости, что ли, или по какой-то незрелости, потому что на самом деле мужчина-то понимает, что во многих вопросах в отношениях с вами он был неправ. Такое осознание у него есть. Но да, я был неправ, ну и что с того, типа, что было, то прошло, и былью поросло. Вот признать там, что в каких-то моментах там, я был неправ, там, попросить прощения, он прям вот так ярко, искренне он не может. Но все равно пытается склеить отношения, пытается, чтобы отношения были легкие, такие воздушные, пытается там проявлять как-то свою заботу, свою любовь, показывать свое расположение, но все равно, как бы то ни было, у него это не получается. Не получается, потому что он видит, что вы можете лукавить, что вы, во-первых, можете отзеркаливать его поведение по отношению к вам, то же самое, да, зеркаливать на него. Можете как-то все равно закрываться, не договаривать, лукавить с ним, то есть не, таких чистых, открытых, искренних отношений сейчас не получается. Хотя пара, вы и мужчина к нему стремитесь. Но, как я уже сказала, мужчина, скорее всего, тут просто по незрелости, по каким-то своим соображениям он пока не может признать свою неправоту, то, что он был в чем-то неправ, вот искренне и в полной мере. Но все равно, как бы то ни было, вот все карты, что здесь выпали, говорят о том, что чувства у мужчины к вам есть. То есть это не просто там его прихоть или привычка, или там уже быт, к которому уже привыкли. Нет, чувства здесь есть, и хочется их наладить, но вот в силу, не знаю, характера и, опять же, незрелости, да, пока это не получается так, как хотелось бы в первую очередь самому мужчине. Вот он этого пока не понимает. Он сам себе, грубо говоря, утрируя, да, роет могилу своим вот этим вот непонятным, незрелым поведением, своими какими-то капризами, отговорками, непринятием, несерьезностью какой-то и так далее. Также, знаете, вот здесь он в чувствах, он пока не может еще и четко осознать, четко понять для себя, по крайней мере, что же происходит, куда отношения ваши идут, и что с ними будет дальше. Почему? У нас карта развилка, и рядом еще и карта Луна, и еще и карта Кот. Прекрасное такое сочетание, говорит нам о том, что мужчина делает так, как он хочет в первую очередь. Тут такой некий эгоизм прослеживается в чувствах к вам и в поведении к вам. То есть, так как он ничего не понимает и стоит перед неким выбором, вот он пока упорно стоит, он не движется, пока решение не принято. Эта развилка нам показывает всегда, что ты вот стоишь на развилке, как вот этот камень, и тебя не сдвинуть, не передвинуть. Сейчас я поднесу вам ближе, чтобы вы видели. И дальше человек не идет, потому что решение не принято. И еще и дальше у нас карта Луна. Еще больше она нас погружает в некую такую туманность и подвешенность. Карта Кот говорит: хорошо, я буду делать, раз такие дела, я буду делать так, как я хочу, чтобы ему в первую очередь было комфортно. Почему? Потому что он на каком-то интуитивном уровне, вот он такой сильный интуит, я думаю, мужчина.
он понимает, как ему действовать, что ему делать. Вот он как-то у него чуйка вот эта, она у него работает, она и прям тонко так настроена на вас и на ваши с ним отношения. Вот карта Луна и карта Кот. Вот такое ощущение, знаете, что либо некая женщина-дама есть в его окружении, в его жизни, которая может его подталкивать, ему что-то подсказывать. Но вот здесь явно интуиция и такой вот какие-то такие женские энергии, они прослеживаются тут однозначно. Сейчас чувства к вам, они еще и претерпевают, как я уже сказала, некую трансформацию. Вот хочется отношения дальше развивать, хочется отношения склеить, да, и чтобы они уже начали двигаться и развиваться, чтобы они перестали стоять вот в неком таком застое, а начали двигаться. Но пока вы договориться, судя по всему, не можете. У нас карта птицы. Это такие разговоры, где-то даже вот пустые. В этой колоде 3 карты птицы. Карта там, курочки во дворе, вот птички и совы, по-моему. Или филины, как там. Вот. И вот эти птички нам говорят о каких-то пустых, легких, ни к чему не обязывающих отношениях. То есть вы как-то поддерживаете отношения, вот опять же, на том уровне, на котором они есть. Углубляться в проблему дальше ни вы, ни он, вы не хотите. Судя по картам. Особенно не хочет он. Потому что вот, во-первых, ему так удобно. Карты нам говорят да, и в то же время как-то он вот чувствует себя, с одной стороны, в каком-то подвешенном состоянии, да, непонятно, то ли расходиться, то ли склеивать дальше, развилка гроб. И в то же время ему пока так удобно, и ему так нравится, он чувствует себя абсолютно комфортно в той ситуации, в которой вы сейчас находитесь. И его чувства к вам, они есть, и есть желание двигаться дальше, но нет действий, никаких действий на физике, чтобы как-то, не знаю, пойти навстречу, что-то поговорить, обсудить, прийти к каким-то результатам, да, найти какие-то точки соприкосновения, чтобы двигаться дальше. Нет, тут движения с его стороны нет. И самое интересное, что она завершает расклад. Вот некий мужчина. Это не он, это не его карта бланка. Может быть, он рассматривает отношения с вами, да, чувства к вам через призму некого мужчины. Этим мужчиной можем достать дополнительную карту, чтобы понять все-таки. Понятно. Мужчина может просто-напросто ревновать и рассматривать вас, рассматривать отношения с вами сквозь призму какого-то некого другого мужчины, либо мужчины из прошлого, либо мужчины из вашего настоящего, и поэтому он не идет навстречу, не хочет как-то более серьезно отношения наладить в том смысле, чтобы поговорить и вообще узнать, кто это, почему он здесь. И в то же время довольствуется тем, что имеет. Как-то такой странный некий такой мужчина, который не хочет ударить кулаком по столу и сказать: все, вот я сказал, там не будешь общаться, грубо говоря, с ним. Потому что чувства по метафорической колоде, они у мужчины есть. И он хотел бы с вами отношения, но Ленорман, она такая, она более бытовая, не такая эмоциональная колода. Она нам говорит, что вот пока мужчина будет вести себя так, как ему удобно. Тем более, что он подозревает, что есть другой мужчина, есть с ним общение, есть флирт, может быть, даже уже и секс был. В общем, тут ревность. И в то же время как-то он, пою, что вижу, как говорится. Посмотрим, что будет дальше. Дорогие двоечки, был расклад для вас. Я желаю вам всего самого хорошего. И, конечно, чтобы отношения были гармоничными, чтобы отношения были понятными, ладными, складными, страстными, любящими, да, теплыми, радостными и легкими.
Всех благодарю, что были со мной. Надеюсь искренне, что канал мой и видео мои чем-то вам помогают, поддерживают, подсказывают вам. И перехожу к третьему варианту. Троечки, смотрим вас. Что хочу сказать, что третий вариант, скорее всего, выбрали те, кто сейчас, у кого отношения сейчас в кризисе. Почему? Потому что обе две колоды нам показывают, что отношения сейчас, в отношениях сейчас не самый легкий период. Мужчина хотел бы быть вам ближе, но здесь у него множество, куча, миллион каких-то заковырок, каких-то проблем. Да, он пытается с вами как-то отношения наладить, но натыкается постоянно на какие-то проблемы, на какие-то трудности. И причем он сам понимает, что все его действия не приносят результата, а дают ему только боль, разочарование и обиду. Он следит за вами, он пытается как-то не показывать вам на самом деле, что происходит у него внутри, одевает маски, лукавит, не договаривает, но на самом деле это, конечно, одиночество, это, конечно, тоска, пытается все свои душевные раны из самого себя мужчина собрать по кусочкам, но пока это у него не выходит. И он за вами пристально следит. Вот такое ощущение, что сейчас момент вообще-то расставания в отношениях. Но он бы этого, скорее всего, не хотел, но понимает, что, потому что вот у нас самая последняя завершающая карта, да, и в метафорической, и в Ленорман нам показывают о том, что, с одной стороны, все его попытки поползновения и желания наладить не приносят ему результата, а только лишь очередную порцию каких-то, в его понимании, обид и разочарований, и боли. А Ленорман нам говорит о том, что чувства идут, но, вы знаете, я бы сказала, что уже идут на спад, в том смысле, что он понимает, что нужно расходиться, нужно расставаться, никаких результатов дальше уже движения не будет, судя по выпавшим картам. Почему? Потому что, опять же, Ленорман нам показывает, что да, есть место любви, вот выпала у нас карта сердца, да, но все карты, которые окружают, да, мы же смотрим полностью расклад в целом, да, и как карты друг с другом сочетаются, и расклад нам говорит о том, что все равно мужчина четко вам показывает свои границы. Мужчина вас уже не подпускает близко, как это, например, было ранее. Да, он понимает, что ему с вами легко, ему с вами вот прям где-то даже беззаботно, он чувствует, может чувствовать себя в своей тарелке, вести себя и преподносить себя, транслировать себя вам, вот не стесняясь и ни в чем себе не отказывая и не ограничивая. Но это период, который он уходит уже из отношений. Почему? Потому что у нас дальше карта гроб. В этой колоде это не гроб, это склеп. И карта горы, и затем корабль. То есть те разногласия, да, и те чувства, которые были до вас раньше, они претерпевают некую такую трансформацию, и дальше они натыкаются на какие-то непреодолимые барьеры и преграды. И, скорее всего, просто я пока здесь не вижу, что до конца это разрыв, расставания, просто отношения могут переходить на некий другой уровень, но нелегко. Придется поработать, придется постараться, придется потрудиться. И в том случае, в одном, точнее, случае, если вы оба будете нацелены, направлены, настроены на то, чтобы эти отношения сохранить, вы сможете их сохранить. То есть эта трансформация приведет вас к дальнейшему развитию. А у некоторых может проиграться так, что эта трансформация приведет вас к расставанию и покорению других, как говорится, берегов уже отдельно от друг друга. Такой какой-то нелегкий третий вариант, и метафорическая или Ленорман, опять же, говорят, вот намекают нам только лишь об каких-то проблемах и трансформациях.
Вот такой у нас вышел коротенький третий вариант. Я надеюсь, что отношения все-таки наладятся, если это кому-то нужно. И если это кому-то важно, что отношения все-таки придут к какому-то общему знаменателю, и вы найдете общий язык друг с другом. Я желаю вам всего самого наилучшего. Кстати, если вы выбрали третий вариант и вам трактовочка не подходит в принципе, то вы просто выбрали не тот вариант, потому что других пока здесь, ну вот кроме как расставания и отдаление друг от друга, тут пока трактовок никаких я, по крайней мере, не вижу. Может, какой-то другой мастер видит, я не вижу. И по своим личным наработкам, и по общим наработкам тут пока, ну, нет пока движения, кроме как вот той трансформации и проблем в отношениях. Еще раз говорю, это был третий вариант. Я вам желаю, конечно, гармонии, всего самого наилучшего. Самое главное, любите, берегите, заботьтесь, радуйте, балуйте себя, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. Пусть ваша жизнь будет прекрасной, чудесной, гармоничной, легкой и красивой. Это была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Искренне надеюсь, что мой канал вам полезен, что он подсказывает вам, что-то направляет, может быть, наводит на какие-то мысли. И я с вами прощаюсь. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Мне будет очень приятно. И до встречи в других моих видео. Всем пока!